роль и место женщин в кыргызском обществе, оно было особое. И я бы даже сказал, оно было намного в таком возвышенном, нежели сегодня. Почему? Потому что мы многие вещи утратили в плане воспитания, там, философии нашей, и многие вещи недопонимаем. И, соответственно, у нас и отношения изменились. Вот, допустим, давайте начнем с того, что вот есть такая поговорка. Асман ачык күн турат, күн жанда ай турат. Если дословно, то если небо ясное, то солнце будет тоже как бы ярким, и, соответственно, луна будет красивой настолько же. Эта поговорка говорит о философии мужчины и женщин в обществе, да? О их месте, о их роли. Да? Допустим, в кыргызском мировоззрении олицетворение солнца, солнце — это олицетворение мужчины, можно так сказать. Потому что мужчина должен быть таким, как солнце, сильным, ярким, таким, как бы сказать, созидателем, можно так сказать, да? Который дает энергию и так далее, энергичным, ответственным в то же время, защитником и так далее. А Луна, мы же знаем, в природе Луна, она просто как бы излучает свет Солнца, да, то есть лучи. И получается, если небо будет ясное, то и Луна у нас будет очень такая яркая и красивая, да. И в этом плане Луна — это олицетворение женщин, то есть женщина в нашем понимании, в понимании кыргызского мировоззрения, то есть оно отражение высоты и яркости мужского начала. Насколько будет благороден мужчина в обществе, настолько и будет чиста, нежна и красива женщина. И сегодня, когда мы судим о женщинах, о морали, о каких-то неправильных поведениях женщин, да, то первопричиной этому все-таки является мужчина. Если мужчины не позволят себе какие-то низменные поступки там, и так далее, то женщина никогда не пойдет на это. Потому что женщина будет всегда стремиться именно к вот этой высоте мужчин. Да? Ну, это вот такое вот взаимосвязь. Сильный мужчина порождает красоту женщин. Потому что сила, она проявляется в доблести, в храбрости, в верности, в праведности, скажем так, да, вот эта сила, в творении, скажем, в защите, да, вот эта сила. И чем вот мужчина будет силен в этом плане, да, тем женщина, она будет нежна, женственна, красивее, она будет, ну, как бы более женственной, скажем, ласковой, там, любвеобильной и так далее. А если мужчина же будет не таким, или мужчина не будет отвечать этим параметрам, то есть если стержнем, да, вот этим, скажем, базовым таким качеством, присущим мужчине, если он не будет отвечать этому, то, естественно, и женщина будет не соответствовать тем параметрам, к которым она будет стремиться. То есть это вот такая некая взаимосвязь мужчины и женщины. И когда мы говорим о месте и роли женщины в обществе, то в первую очередь мы, кыргызы, мы всегда должны принимать во внимание главным образом место и роль мужчины в обществе. Когда мужчина несет полную ответственность и выполняет все свои функциональные обязанности, как мужчина, да, тогда женщина, она будет женственной, она будет женщиной. А если мужчина не мужчина, то тогда в последнее время мы наблюдаем, тогда женщина берет ношу мужскую. И что вы хотите ожидать от такой женщины, которая кормит семью, одевает детей, обучает детей и тащит всю семью на своей шее? Там ни ласки, ни любви, ни доброты, там только забота, там только сила. Там уже, можно сказать, соперничество между мужем и женой. Вот здесь уже нарушение функциональных обязанностей. Вот здесь нарушение вот этой гармонии природной, баланса. Поэтому вот кыргызская пословица говорит: «Асман ачык күн турат, күн жанда ай турат». Это все с природы взято. В природе Луна, она только
Мы можем любоваться Луной, красотой ее, но Солнцем мы не можем любоваться. Солнце сила, оно дает энергию, оно обожжет нас. А Луной мы красуемся. Вот в жизни мужчина должен быть сильным, он должен быть созидателем, защитником, а женщина, она должна быть любвеобильной, нежной, прекрасной. Мы должны ей любоваться.